Евгения Васильевна, это наш бухгалтер. Нет, Марья Ивановна, а вот всех, это вот назвать, так сказать, постоянные прихожане? Да, постоянные прихожане, постоянные мои помощнички. Те, кто помогает трудиться день и ночь. Ну все, мы начинаем. Саша. Все, тихо. Накануне праздника Пасха мы решили обратиться к старости. Не надо двери закрывать. Не надо. Не надо закрывать. Не надо закрывать. Накануне праздника Пасха мы решили обратиться к старости нашей православной церкви Марии Ивановне Болдыревой, чтобы она немножко рассказала вместе со своими прихожанами, как нужно готовиться к этому празднику, какие существуют ритуалы, во сколько начнется пасхальная служба. Ну, вы знаете, Пасха это не нами начиналось, не нами закончится. Всегда приготавливались и наши родители, наши предки, и мы очень торжественно. А сейчас, вы знаете, вот от телефона нельзя отойти. По городу прошла такая слава, пускают эти славы сектанты. У нас в городе их очень много, что в этом году нельзя красить яйца, нельзя печь пасху, куличи, потому что будут болеть дети, и будут мальчики страдать, особенно у кого есть мальчики. Это такая чепуха. Это просто даже, вы знаете, аж страшно подумать, страшно вот слушать такие. У нас человека нету возле телефона, чтобы сидел и... Вы знаете, вот, ну, звонок за звонком, что нам делать, как нам быть вот такие. Поэтому Пасху надо печь, и куличи печь, и яйца красить, и приносить на освящение в церковь. Будет батюшка освящать. Значит, у нас сейчас каждый день богослужение утром и вечером. Сегодня, значит, в чистый четверг будут страсти. В 6 часов будет вечера, начало вечернее. Все люди будут стоять со свечами. Будет читаться 12 раз Евангелие. Вот это все, значит, Господь наш страдает, и мы должны немножко пострадать, немножко почитать эти все страсти. После окончания, значит, после последнего прочитания Евангелия, люди, не туша свечечку, несут домой. Дома делают над дверями крестик маленький с этой свечи. Этот крестик, он предохраняет от всего плохого. И у кого будет этот крестик, никогда ни пожара не будет, никогда ни бесов никто не будет видеть в доме, так как вот сейчас люди очень мучимые, гадали на Новый год, попризвали этих духов. Теперь они им показываются, те духи все, они не могут и бояться, везде и стук, и бряканье в каждой квартире. Люди прибегают: где, батюшка, спасите, помогите. Потому что очень невозможно, боязнь такая, страх. Там у них и шифонеры, в шифонере кто-то разговаривает, и занавески разговаривают, шевелятся. Поэтому кто будет вот стоять на страсти со свечечкой, придя домой с верой, и этот огонек, если кто не донесет, его можно дома зажечь, можно зажечь дома и поставить крестик маленький на дверях и на окнах можно. Этот крестик всегда предохраняет. Этот огарочек свечи надо очень хранить. Почему? Потому что вот вдруг кому-то плохо, кто-то заболел. Зажечь на одно мгновение и пройти по комнате, и все, где что девается. Марья Ивановна, это вот сегодня такая служба? Это сегодня будет? такая будет, сегодня? да. Во сколько? Это будет в 6 часов вечера. В 6 часов. К сожалению, да. Наша передача выходит в 20:10, и многие Ничего, не люди успеют. будут знать. До какого времени будет служба? Люди будут часов, наверное, до полдесятого или до 9. Так что многие даже да, смогут. может, и смогут. Вот. Если даже не успеют в этот год, им будет, да, они будут знать на на следующее, на будущее. Вот. Теперь, значит, у пятницу будет у нас вынос плащаницы в 2 часа дня. Утром будет литургия, а в 2 часа будет вынос плащаницы. В субботу будет также утром служение. Вот. Ночью будут в 12, значит, с воскресенья на, то есть с субботы, простите, пожалуйста, с субботы на воскресенье, начало будет в 11:30 службы, 11:30 ночи. Да, это в ночь, да, это в ночь будет. И все ночная будет. Где-то на разусвете, там часов, наверное, в 5 будет, или в 5:30 будет освящение. Ну, неизвестно, но это будет зависеть от того. Оно будет служба, а когда закончится, тогда только будем освещать. Да? Сейчас в каждой семье горе во всех и столько бед. Поэтому каждой семье, каждому дому необходимо светить пасочку и разговляться утром в воскресенье.
И приходить всем. Это такая святыня, Пасху. Это так дорого, кто сам приготовит Пасху и покрасит яйца, и принести освящение. Это такая святыня. В этот день люди все радуются, ангелы поют, вся земля торжествует и ликует. Нам надо Пасху с такой радостью встретить. И, придя домой, всех позвать в гости, всем подарить свою радость, свою любовь. Вот, с торжеством, кто не пошел в церковь, поделиться, понести яичко крашеное. Мария Ивановна, еще раз поточнее, когда можно будет осветить Пасху? Это будет где-то на разосвете, точно вам батюшка еще не сказал времени. Это в воскресенье. Это в воскресенье на разосвете, да, где-то будет часов 5 утра. А вечером разве не будет у нас освещение? Нет, не будет. Нет. А Не вот сегодня это чистый четверг, Сегодня да? чистый четверг. Вот что, допустим, многие не смогут прийти в церковь. Что, может быть, как говорится, они смогут у себя дома сделать? Я услышал, что нужно мыться, да? Обычно нас вот так родители приучали. Утром до восход солнца все купаются, нас было детей, всех перекупают у святой вербе. Вот святую вербичку ложат в воду, и со святой вербой, значит, купают, сами все купаются, всех купают, и чтобы мы, значит, и все везде чистят, везде убирают, уборку, красят яйца, именно в чистый четверг. Вот даже вы сами для себя вот это сделайте сегодня. Это, вы знаете, они тогда вот лежат, и 2 месяца лежит, яйцо не портится. Кто в чистый четверг красит яйца. И пекут Пасхи сегодня. Вот, потому что пятница уже день большой и страстный такой, не пекут и не готовят, желательно не. А в субботу можно печь. Но уже вот покрашенное яйцо в субботу и в четверг. В субботу пролежит дня 3-4, уже яйцо будет не свежее, кто красит в субботу. А кто красит в четверг, яйца лежат и 2 месяца. И 3. И даже лежат до следующей Пасхи. Люди есть, вот я сама лично разговлялась с веченым яйцом, кто красит в четверг, на следующий год. Лежит яйцо, как сегодня положенное. Так нас мама вот приучала, и я знаю, пришли мы с церкви и разговлялись тем старым яйцом. И разбивают, чистят, оно как сегодня это. Ну, спасибо вам всем. В пятницу пускай приходит к гробу Господню в 2 часа преклониться, к плащанице. Обязательно. Тоже нужно каждой семье приложиться к плащанице. Это обязательно. И это делается на тощий желудок. До преклонения к плащанице никто ничего не кушает и не пьет водичку. Даже деток было нас вот. И сейчас мы знаем, что к плащанице надо преклониться только на тощий желудок. Поэтому все люди очень... люди очень много болеют, поэтому пусть потерпят и придут и преклонятся к плащанице. Это в пятницу в 2 часа, да? Это, это ихнее будет здоровье. Всех приглашаем на Пасху, всех людей города. Вы знаете, сейчас немножко в городе такое волнение. Пусть люди не паникуют, пусть не волнуются. Все это переживем. Все переживали, и это переживем. Это все временное. И, наверное, будет на то Господня воля. Все от Господа. Всех приглашаем. На 10 вечера приглашаем на всенощную, пожалуйста. В 10 вечера в субботу. Пожалуйста. Ну, вообще-то хотя бы на 11:30 они пришли, чтобы именно будет крестный ход в 11:30, а в 11:30, чтобы они пришли именно, когда первый раз поют «Христос воскресе». Чтобы все пришли, всех приглашаем, всех жителей города. Добро пожаловать. В церкви всегда двери открытые, пусть всегда идут. В нашей церкви всегда здесь кто-то есть. Люди идут целыми днями, кому-то плохо, кого-то по минуте надумали, кому-то, значит, 40 дней, кому-то 9 дней. Они идут, свечечки поставят, записочку подадут. Так что всегда пусть приходят, всегда кто-то есть. Всем мы рады и всех ждем. Всего доброго. Спасибо. А тебе мало.